Глава Республики Коми предложил внести изменения в федеральное законодательство, связанные с материнством и детством. Владимир Уйба считает, что необходимо увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и увеличить отпуск по беременности и родам для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера. Владимир Уйба внес предложение от региона по совершенствованию федерального законодательства, регулирующего вопросы материнства и детства. Первое предложение касается внесения изменений в федеральные законы о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, и об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сейчас, выходя в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, женщины получают 40% от своего среднего заработка, независимо от того, какого по счету ребенка они родили. Глава Коми предложил изменить данный подход и увеличить выплату для женщин, родивших второго ребенка до 60%, родивших третьего ребенка до 80%, а при рождении четвертого или последующих детей выплачивать ей среднюю зарплату на все 100%. Еще одно предложение главы региона касается увеличения отпуска по беременности и родам для женщин, проживающих в районах Крайнего Севера России. Сейчас этот отпуск длится 140 календарных дней, а при многоплодной беременности 194 дня. Владимир Уйба предложил предоставить право женщине выйти в декрет с 5-го месяца беременности, то есть за 120 дней до родов. Такая мера обусловлена особыми суровыми климатическими условиями Севера и продолжительностью светового дня, что влияет на здоровье будущих мам. У меня 2 детей, вот это второй ребенок, разница у нас между детьми 15 лет. И, конечно же, я считаю, что эти предложения очень правильные. Во-первых, выход в декретный отпуск в 5 месяцев – это уже лишних 2 месяца, когда мамочка может насладиться своей беременностью, отдохнуть дома, а не думать о том, что ей на утро на работу. Конечно же, можно выходить на больничные, но это же не спасет от выхода на работу после него. Поэтому я считаю, что решение выход в декретный отпуск 5 месяцев – одно из правильных решений. Насчет повышения детских пособий, каждая семья, в первую очередь, когда принимает решение, чтобы завести ребенка, конечно же, она думает о материальной базе. Сможет ли она дать все необходимое своему ребенку. И, конечно, сейчас за всех детей мамочка получает 40%, при рождении второго это будет 60%, при рождении третьего 80%, четвертого и последующих 100%. Очень правильная мера, особенно в нашей республике. Так как у нас большой отток населения, и это может хоть как-то задержать народ у нас. От себя лично могу сказать, что если эти меры будут приняты, то наша семья задумается о рождении 3-го ребенка. Да, я слышала, недавно вот прочитала, я сама мамочка в декрете многодетная, и, конечно, на данный момент мамочки получают всего лишь 40% от заработной платы, это очень мало. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, если бы эти предложения приняли, это было бы очень замечательно, как для мамочек, так и для их, естественно, детей, потому что цены растут, все растет, и денег, конечно же, родителям не хватает. А по поводу того, чтобы мамочки выходили в 5 месяцев, это тоже очень хорошее предложение, я считаю, потому что мы живем на севере, и так у нас недостаток света. Мамочка, находясь в положении в 5 месяцев, это уже довольно-таки приличный срок, растет животик у нее, ей тяжело, и находясь постоянно в помещении, она недополучает также и воздуха. Вот, поэтому я считаю, что было бы очень хорошо, чтобы мамочки выходили в декрет в 5 месяцев. Напомним, что с 2024 года в Коми в 2 раза увеличен региональный материнский капитал со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. А для женщин, родивших ребенка до 24 лет включительно, региональный капитал увеличен до 500 тысяч рублей. В 10 раз до 10 тысяч рублей в месяц увеличено пособие для беременных женщин и кормящих матерей на покупку продуктов питания. Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты для медицинских работников, ведущих беременность.